Шахмазина. Да. Звонки на пульт диспетчера не прекращаются. Сейчас они как на войне. Вирусный враг может поджидать где угодно. Поэтому врачи работают в полной экипировке, чтобы не заразиться. Очередная бригада выезжает к пациенту с подозрением на коронавирус. Скорая изнутри. Круглосуточно автомобили неотложки выезжают по самым разным вызовам. Бригады спешат, чтобы оказать квалифицированную помощь человеку, попавшему в критическую ситуацию. Врачи в это непростое для всех время просят объективно описывать ситуацию по телефону. Правильно подавать жалобы, не скрывать. Если вы подаете вызов, говорите, что у нас давление артериальное, мы выезжаем, там и кашель, и температура. В течение года все признаки простудного заболевания, это нам усугубляет выставление диагноза. Вот поэтому еще раз очень большая просьба правильно подавать жалобы. При правильном собранном анамнезе это 90% диагноз. Ранняя диагностика – это раннее лечение и благоприятный исход. Спасти любой ценой. Работа, где время – главный союзник. От оперативности службы скорой помощи напрямую зависит судьба обратившихся. Все действия рассчитаны поминутно. Если у вас температура и вы почувствовали симптомы коронавируса, не выходите из комнаты и незамедлительно звоните медикам. COVID-19 – острая респираторная вирусная инфекция с преимущественным поражением легких. Может вызывать от легкой формы острой респираторной вирусной инфекции до тяжелого острого респираторного синдрома. Клинически проявляется в виде кашля, повышения температуры, озноба, одышки и затрудненного дыхания. Также может наблюдаться потеря ощущения вкуса и запаха. Если вы почувствовали какие-либо из этих симптомов, не надо паниковать, определитесь, что вас беспокоит, и вызовите скорую помощь. Наша бригада выйдет в скором порядке и окажет вам необходимую помощь. Если потребуется, доставит вас в больницу. Неотложные и фельдшерские, врачебные и акушерские бригады спешат на помощь больным. В эти дни медики – настоящие супергерои, которые работают для нас с вами. Остаться дома и поберечь себя не просто доброе пожелание, это необходимость, если не хотите увидеть войну с инфекцией изнутри, из больничной палаты. Не все поняли это сразу. Когда нерабочие дни только были объявлены, многие решили, что это каникулы. Можно гулять, собираться компаниями. Отчасти поэтому сегодня работникам скорой помощи приходится нелегко. Если в обычные дни они принимали до 140 звонков, то сейчас количество обращений увеличилось до 200. Залимхан Калоев, новости 24.